В Эдовирума появится свой клуб художников и художниц, которым станет руководить Дарья Пополитова. О целях клуба и его проектах поговорим с инициаторами идеи. В студии художница Дарья Пополитова, художница и преподавательница Нарвской художественной школы Ирина Сопина и Урсула Росма, директор Британского совета. Добрый вечер! Вас так много, вы все такие красивые. Я рад вас видеть в этой студии. Взаимно. Расскажите о необходимости и целях этой идеи. Ну, цель клуба – это ознакомить местное сообщество художественное в Эдовирума с такими темами, как написание пресс-релизов, так скажем, также составление портфолио, финансирование и ознакомить о, так скажем, привилегиях современной эстонской арт-сцены. Ирина, насколько такой клуб необходим Эдовирума? Может быть, Нарве? Казалось, Нарва — это же место, откуда постоянно приходят новые имена, постоянно приходят новые художники. Казалось бы, они уже умеют писать пресс-релизы, находить кураторов, находить места для выставок. Или это не так? Но мне кажется, что все равно Нарва сейчас становится периферией. И хотя она является колыбелью, сама Даша когда-то училась в художественной школе, она там была девочкой маленькой, теперь она маститый профессионал. Многие учились там. И сейчас они живут и работают в Таллине. Многие работают, хотя многие по всему миру разъехались. Когда-то мы их учили, теперь пришло время нам учиться. И очень приятно, что наши прекрасные выпускники продолжают наши традиции и учат теперь нас, потому что мы отстаем. Не хочется отставать. Хочется не быть на периферии, хочется быть в потоке. Урсула, как британский совет оказался за одним столом с нарвскими художниками? Мы уже более 8 лет работаем в Эдовирума и поддерживаем более 300 проектов в искусстве, в образовании. И Нарвская художественная резиденция – одна из самых важных партнеров у нас в Нарве. И почему для вас важен именно этот проект? Почему вы обратили на него внимание и в чем его необходимость? Мы заинтересованы в том, чтобы люди работали вместе. Художники из Таллина пошли в Нарву и работали с художниками в Нарве. И сотрудничество – это очень важно для нас. Даш, я правильно понимаю, что попасть в этот проект могут только художники из Эдовирума? Да, поскольку именно направлено на развитие творческой практики этого региона. И вообще мы ожидаем людей разного возраста, разного пола. Это может быть какой-нибудь тот же юноша, который закончил Нарвскую художественную школу, или Ехвинскую, или из Кохтаярве, или уже состоявшиеся художники в возрасте, которые хотят вывести свою творческую практику на другой уровень. То есть мы как таковым творением там не будем заниматься вот актом создания художественной работы, будет постпродакшн. То есть у человека, у художника, у артиста должен быть какой-то уже бэкграунд за спиной, чтобы он знал, как его продвигать в будущем. Да, поэтому в качестве заявок мы принимаем портфолио и CV, потому что портфолио как раз-таки подразумевает творческий багаж. Хорошо, но это должен быть художник начинающий или, допустим, если Эдуард Зенчик придет, скажет, я тоже вот хочу поучиться, вы его примете? Или вы скажете, у тебя и так все в порядке, ты не одну выставку организовал, давай-ка дадим шанс кому-нибудь другому? Мы примем Эдуарда Зенчика. Без конкурса, да? Кстати, как попасть, что для этого нужно сделать, чтобы попасть в ваш проект? До 20 июля, пожалуйста, подавайте заявки в виде портфолио и CV. А это видео, эту передачу перешлите Эдуарду Зенчику, чтобы он тоже подал свою заявку. Он наверняка нас будет смотреть, однозначно. Да. Мы ему передаем, кстати, привет. Вы пришли не с пустыми руками, давайте поговорим об этих работах. Это тоже искусство. Даша, я так понимаю, твое. Да, вот мне редактор рассказал принести что-нибудь из моего. И я смотрю на эти работы, думаю, вот как символично, потому что на самом деле эти скульптуры, вообще-то фрагмент одной инсталляции скульптуральной, которая на стену идет, они выполнены из сланца эстонского. Опа. А сланец-эстонец, он... Сланец-эстонец, 100%, я в этом не сомневаюсь. он как раз из Эдовирума. Подождите, вот из сланца можно делать не только горючее, но и, я так понимаю, искусство.
Как сложно это было делать? Он довольно тяжелый. Ну, как выглядит процесс изготовления Ну, этой вот работы? так вот прямо вручную я вырезала. Это как каменчик получается. Ну, я сделала такие скульптуры, да. Я разными инструментами вырезала. Но для этого, что интересно, мы сделали исследование идовирумовских подвалов. Что хранится в подвале, какая материальная жизнь. А там есть сланец в этих подвалах. Разумеется, в каждом подвале Идовирума есть Это было своя бы, шахта. Если бы я просто вытащила вещи наружу из подвалов, это было бы очень очевидно. Это все-таки интерпретация художественная, потому что сланец тоже из-под земли. Вот, такая связь. И она напоминает фосил, конкретные вот раскопки, которые находят под землей. То есть это получается отпечатки времени у Даши. Послушайте, мне захотелось стать художником прямо здесь и сейчас. Я отправлю заявку. Жаль, я не зарегистрирован в Идовирум.